Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Лавка Старины. Всех поздравляю с наступающей Пасхой и хочу поблагодарить за просмотры, за лайки и за комментарии. В этом сюжете я хочу кратко рассказать о Момской Николаевской церкви и о его прихожанах. Поселок Хану расположен на правом берегу реки Мома, вместо ее впадения в Виндигирку. Однако даже этот не самый крупный район больше по площади, чем, например, Австрия или Швейцария. На территории Улуса существовал город-памятник Зашиверск, основанный в 1630 году во время правления Екатерины II. Длительное время он был центром северо-востока Якутии. В 1812-1856 годах в городе свирепствовала оспа. Часть населения выехала, часть умерла. К 1898 году город опустел. Церковь ныне перенесена и отреставрирована, и в настоящее время находится в Новосибирском музее деревянного зодчества в Академгородке. А на месте бывшего города Зашиверск стоит часовенка, построенный нашим местным батюшкой, отцом Евгением. В Хану есть также церковь с историей. Момская Николаевская церковь была построена жителями Эльгетского улуса Верхоянского округа в 1851 году в первой бадуйдунском наследии на устье реки Мома и освящена в 1853 году. Храм однопрестольный, деревянный, с колокольней. В связи с тем, что до 1910 года в церкви не было стеклянных окон, в зимнее время ставились окна изо льда. Вокруг церкви прихожанами была построена деревянная ограда. С 20 ноября 1910 года при Момской церкви была открыта церковно-приходская школа, расположенная в доме священника. Также при храме действовала библиотека, в которой к 1919 году было сосредоточено более 100 наименований духовно-нравственной литературы. К 1910 году в приходе Момской Николаевской церкви проживало 1803 прихожанина Урюгейского, Первобайдунского, Батагайского, Первого Юсальского наслегов, Иламутов Первого Кункучурского и Джинянского родов. Момская церковь была закрыта в 1925 году. В 40-х годах XX века в здании церкви размещался районный узел связи, затем поликлиника и музей. В 90-е годы храм вернули верующим. Иерей Евгений Борисович Райков, настоятель Никольского храма села Хану, живет в селе Хану с детства, ведет кружок резьбы по дереву в Доме творчества. Храм восстанавливал сам с помощью нескольких прихожан и родного сына. Интерьер полностью создан священником: резной иконостас, престол, скамеечки. Отец Евгений построил также часовню в сельском кладбище в честь святых царских старостотерпцев. Начало постройки в 2010 и закончилось в 2011 году. Еще одну часовню построил в границе с соседним Абыйским улусом. Там находился город Зашиверск, пришедший в запустение и окончательно погибший после эпидемии в начале XX века. В самой церкви проведена большая работа по постройке пристроя и смене столетнего оклада церкви в 2012 году. Большую финансовую помощь оказали Ульрих Геннадий Викторович и администрация улуса в лице главы Черемкина Петра Николаевича. Помогали и прихожане. Основа прихода отца Евгения, как часто бывает, женщины. Они приходят в храм за несколько часов до начала службы, чтобы помочь батюшке затопить печь. Помогают вести службу и поют на клиросе. Впрочем, община в Хану на удивление разнообразна.
Есть и мужчины, и молодежь. Но еженедельно службы посещают далеко не все. Отец Евгений не занимается самостоятельной миссионерской работой, но и само село и его окрестности – территория компактного проживания эвенов. Несмотря на кочевой образ жизни, традиционный для оленеводов, им тоже удалось сохранить веру, правда, зачастую во внешних формах. Отец Евгений говорит, что эвены, живущие в селе и поблизости, легко и с удовольствием воспринимают нравственную часть христианства и с радостью идут в храм. Такая открытость к православию вообще присуща коренным малочисленным народам Якутии. Якутия занимает почти 1/5 часть России. Более половины ее составляют арктические и северные районы. Большая часть населения до революции исповедовала православие. Якутская епархия была создана в 1870 году. Еще раньше, в 1859 году, начались богослужения на якутском языке. Это были эпохальные события в истории края. Образование самостоятельной епархии позволило развиваться оригинальным национальным формам христианства. До сих пор в образе храмов можно встретить якутские орнаменты, а в церковных песнопениях якутские молитвы. Девяносто 99% населения перед революцией исповедовало православие. Более 70% священников были коренными якутами. В Якутске действовала семинария, первое учреждение профессионального образования в крае. В советские годы христианство на территории республики было уничтожено под корень. Не осталось ни одного действующего храма, существовало всего 2 общины. В Якутске недолго действовал временный храм со священником. После его смерти в Якутию несколько раз в году приезжал священник из Иркутской епархии, но, разумеется, не был в состоянии посетить даже несколько районов. Епархия была восстановлена только в 1993 году. Сегодня Якутской епархией Русской Православной Церкви управляет архиепископ Якутский и Ленский Роман. Он стал первым послереволюционным архиереем, посетившим все районы Якутии. Арктика – объект его пристального внимания. Сейчас во всех арктических районах есть приходские общины, и во многих строятся или уже построены храмы. 9 марта 2018 года было значимое событие – приезд архиепископа владыки Романа и освящение церкви Николая Чудотворца в Момском районе. Специфика православных приходов Арктики – отсутствие постоянного священника. Небогатые северные общины не смогут его содержать, а епархия не в состоянии платить зарплату священникам в удаленных районах. Поэтому православие в Арктике – это православие мирян. В этом плане прихожанам Момского района очень повезло, так как у нас есть свой местный постоянный священник. Сестры при Момском храме помогают вести службу, делают уборки, затопить печку, поют и читают на клиросах, готовят столы для приходских чаепитий, организовывают субботники возле церкви, а также помогают нуждающимся семьям, людям в трудных жизненных ситуациях.
Искренне всех поздравляю с праздником Святой Пасхи. Желаю душевного мира, сердечного добра и волшебства, настоящей веры и надежды, больших возможностей и силы, здоровья и благополучия.